Добро пожаловать, уважаемые зрители, на встречу с выдающимся ученым, шейхом Мухаммадом Абуль-Худа Аль-Яакуби. Добро пожаловать, уважаемый шейх. Спасибо вам за то, что вы и на этот раз приняли наше приглашение на передачу. Сегодня мы наблюдаем за многими действиями, которые совершаются, прикрываясь религией. С именем религии убивают и грабят. Каким образом противостоять им? Как разрушить их утверждения? Уважаемый шейх, каково ваше мнение на этот счет? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему господину Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам. Религия — это милость. Ислам — религия мира. Шариат — милость, а не мучение. Относительно призыва ко Всевышнему Аллаху в Священном Коране говорится: «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием, и веди спор с ними наилучшим образом». Всевышний Аллах говорит: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». Тот, кто не знает целей шариата, сохранения религии, жизни, чести, имущества и разума, тот не сможет применить шариат. Применение шариата и его конечная цель — это достижение счастья в этом мире и в мире вечном. Его целью не является отмщение людям, распространение зла, наказание. Сегодня проблема заключается в том, что мы находимся перед безрассудными молодыми людьми. Исходя из-за ненависти к миру, их заговорный взгляд ведет к вынесению решения об обвинении в неверии всех мусульман, а также к решению, что все люди, кроме мусульман, являются врагами. Это ошибочный взгляд. Люди делятся на две категории. Есть те, которые приняли ислам. Они наши братья и ответившие на призыв ислама. Люди, не являющиеся мусульманами, относятся к людям, к которым обращен призыв. Необходимо относиться к ним вежливо и милосердно, чтобы мы внушили им любовь к исламу. Враг — это тот, кто взял в руки оружие, а не мусульманин, который живет среди нас, относится к категории зимми, который находится под защитой ислама. Он имеет те же права, что и мы. А не мусульмане, среди которых живем мы, являются нашими братьями по соглашению, договору и человеческим отношениям. И мы имеем те же права, что и они, в соответствии с договором. Верующий никогда не поступит вероломно. Мы обязаны исходить из этих основ. К этому относится и слово Аллаха. Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину я один из мусульман». Однако, как вы отметили, сегодня существуют террористические организации, как ИГИЛ и Аль-Каида, использующие призыв, чтобы обязать людей принять его, убивая того, кто не ответит на их призыв. Тогда как осуществление призыва в ее сущности — это его принятие или отклонение? Призыв ко Всевышнему Аллаху осуществляется только прекраснейшим образом. Как говорится в Коране: «Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению». Убеждение — это ясное знание текстов, знание мудрости текстов и основ применения этих текстов. Например, фетва нуждается в фикхе, нуждается в знании состояния людей, знании применения текстов в определенных обстоятельствах. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения».
Принуждение людей ко вступлению в определенную группировку и считать, что эта группа является спасенной группой, как заявляет сегодня ИГИЛ, это заблуждение, безрассудство, чрезмерность в призыве и вынесение решения в неверии всех мусульман. Это очень опасный скат, который ведет сегодня к кровопролитию. Обвинение в неверии ведет к убийству. Это является причиной преступлений, которые мы видим сейчас. Проблема в том, что вероубеждение ИГИЛа основывается на ошибках, с которыми не может смириться Ахлюс-Сунна валь-Джамаа. Если мы посмотрим на обвинительные решения ИГИЛа, они используют 10 решений, выводящих из лона ислама. Эти решения очень известны. Их автором является Ибн Абдуль-Ваххаб, о котором говорят, что он якобы обновитель религии. Однако он выдумал собрание, объединение решений, выводящих из лона ислама. Я приведу вам пример. Первое, выводящее из лона ислама решение, относительно которого единогласное решение всех мусульманских ученых, это предание сотоварища Всевышнему Аллаху. То есть поклонение помимо Аллаху. В этом нет сомнений и разногласий. Второе, выводящее из лона ислама решение, обращение ко Всевышнему Аллаху путем посредничества. Отсюда начинается обвинение мусульман в неверии, кровопролитие мусульман, если они обращаются к Аллаху посредством пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вопрос посредничества относится к вопросам фикха, относительно которых мнения ученых разошлись. Этот вопрос не относится к разделу вопросов, выводящих из лона ислама, то есть к вопросам веры и неверия. Третье, выводящее из лона ислама решение, это самое опасное решение, потому что они обвиняют мусульман в неверии. Третье, выводящее из лона ислама решение, по мнению Ибн Абдуль-Ваххаба, это каждый, кто не обвиняет в неверии многобожника, является неверным. Они требуют от всех людей согласиться с ними в этом решении. Каждого, кто колеблется или медлит, или упорствует в обвинении в неверии, они считают неверным. А это неверие относится к вероотступничеству, которое делает дозволенным его кровь, имущество и другое. Здесь, уважаемый шейх, я остановлюсь на вопросе мирного договора, то есть мы поговорим в этой части передачи о слове Всевышнего Аллаха. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место. Какова позиция ИГИЛа по поводу этого договора? Как растолковать мирный договор относительно немусульман? ИГИЛ не знает ни родственных, ни договорных обязательств. Действия ИГИЛа основаны на вероломстве и на ошибочных толкованиях. Согласно исламской юриспруденции, 3 категории людей из числа немусульман, которым предоставлена безопасность. Первая — зимми, вторая — муахид, и третья — мустамин. Зимми — это не мусульманин, который живет в мусульманской стране под защитой мусульман. Они являются коренными жителями тех стран, которых завоевали мусульмане. Когда мусульмане победили, они заключили с ними договора и соглашения, содержащие условия, что их не выдворят из своих домов, что мусульмане не будут разрушать их церкви, посягать на их земли и много других условий. Мирные договора с немусульманами, согласно исламской юриспруденции, являются вечными. То есть нельзя их нарушать и аннулировать. Вторая категория людей из числа немусульман, которым предоставлена безопасность, это муахид, то есть не мусульманин, заключивший договор с мусульманами. Они являются немусульманами, живущими в немусульманской стране. Мусульманам дозволено посещать их страны, и нельзя им поступать вероломно,
по отношению друг к другу из-за договора между ними. Поистине пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег от притеснения муахида. Тот, кто убьет муахида, не почувствует запаха рая. Как об этом сказано в достоверном хадисе, приведенном Бухари. Третья категория — это мустамин, то есть не мусульманин, покинувший немусульманскую страну, который ранее был врагом мусульман, попросивший мусульман предоставить ему гарантию безопасности. Это считается, когда война идет между мусульманами и немусульманами, потому что раньше немусульманскую страну называли территорией войны, а мусульманскую — территорией мира. Эта теория нуждается в повторном рассмотрении, потому что война между мусульманами и немусульманами не длится вечно, поэтому там территория мира и территория договора. Состояние войны является исключением в исламе и юриспруденции. Мустамин — это не мусульманин, который вошел на территорию мусульман и попросил мусульман предоставить ему гарантию безопасности. Ему также нельзя причинять вред, если этому человеку дал гарантию безопасности хоть один человек. Я приведу вам в пример достоверный хадис, рассказанный двоюродной сестрой пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Умму Хани бинт Абу Талиб. Во время завоевания Мекки она пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «Я предоставила гарантию безопасности такому-то человеку», на что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Поистине мы предоставляем гарантию безопасности тому, кому ты предоставила гарантию безопасности, о Умму Хани». Ученые считают это доводом тому, что женщина имеет право давать гарантию безопасности. Также ученые считают доводом тому, что несовершеннолетние дети имеют право давать гарантию безопасности не мусульманам. То, что когда Абу Суфьян пришел в лучезарную Медину во время перемирия, он хотел получить гарантию безопасности от Хасана или Хусейна, внуков пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это является доводом тому, что несовершеннолетние дети имеют право давать гарантию безопасности. Это означает, что когда человек, участвующий в боевых действиях против мусульман, войдет в мусульманскую страну, и ему кто-то из мусульман предоставит гарантию безопасности, это равносильно предоставлению безопасности данному человеку всеми мусульманами. Доводом тому является хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из-за которого Бухари в своем сборнике сделал раздел «Предоставление гарантии безопасности мусульманами является единым». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Тому, кто нарушит гарантию безопасности, данную мусульманинам, проклятие Аллаха, его ангелов и всех людей». Этот хадис в сборнике Бухари. Мусульмане равноценны. Гарантию безопасности может дать любой из них. Это очень прекрасная основа в исламе, указывающая на основу отношений к немусульманам, а также на запрет поступать с немусульманами вероломно. Эти правовые решения на сегодняшний день почти исчезли в обществе. Сегодня существует ненависть, месть, неприязнь. И это все противоречит тому, к чему нас направляет священный Коран. Мы завершим аятом из Корана. «И пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, так как это ближе к богобоязненности. О мусульмане, пусть ненависть немусульман к вам не приведет вас к несоблюдению справедливости между ними и вами. Будьте справедливы, поистине справедливость ближе к богобоязненности». Где эта справедливость? Где эти божественные веления и наставления у этих проявляющих чрезмерность фанатов? Число убитых мусульман превысило десятки тысяч людей. Последователи ИГИЛа изощряются в пытках, убивая мусульман. Примером тому является 700 человек из племени Шаитата на востоке Сирии.
Они убили их, ссылаясь на фетву, что они являются вероотступниками и противоборствующей группировкой. Они опирались в этом на фетву Ибн Таймии. На самом деле, эта фетва относится к татарам, а не к людям племени Шаитата. Эти люди были мусульманами, являлись представителями Ахлюс-Сунна валь-Джамаа. Разногласие между ними не разрешает выносить фетву по их убийству. И поэтому это является качеством хариджитов. Брат Самир, вы открыли передачу аятам Священного Корана. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они невежественные люди. И всем известно, что когда мусульмане проезжали по землям хариджитов, они могли спастись только провозгласив себя многобожниками, желающими услышать речь Аллаха. Посмотрите на эти противоречия. Когда люди говорят, что они являются мусульманами, их убивают, а когда говорят, что они являются многобожниками, их не трогают и доставляют в безопасные места. Да, это качество хариджитов. Также хотелось бы поговорить о поступках, не соответствующих религии, которые совершают хариджиты. Уважаемый шейх, не могли бы вы сказать, каково отношение шариата к их действиям? Первое — вопрос о рабстве. Это всем известный и ясный вопрос. Я прочитал в журнале «Дабик» статью о рабстве и рабовладении в исламе. Она была написана представителями ИГИЛ в 9-м номере этого журнала, и они привели в качестве доказательства аяты Священного Корана. Я не нашел ни одного аята, указывающего на обязательность обращения людей в рабство, и никакого повеления, указывающего на это. А то, что ниспослано в Коране, решает проблемы рабства. Например, при бракосочетании, заключение договоров, сделок, освобождение от рабства, письменное оформление договоров. Мы не отрицаем ни одного аята Корана и ни одного хадиса пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однако вопрос о рабовладении является прерогативой правителя, то есть правитель занимается этим вопросом. Если правитель мусульман и правитель не мусульман заключили договор об отмене рабовладения, то становится обязательным для правителя мусульман соблюдать договор, и не дозволено ему обращать в рабов никого. Исходя из этого, мы говорим, что рабовладение на сегодняшний день приостановлено согласно договору мусульманских стран об отмене рабства и рабовладельческого строя, заключенному в Женеве в 1926 году. И это стало единогласным решением среди мусульман. А польза для мусульман в отмене рабовладения намного больше и шире. Не нужно уходить далеко в историю. Мы помним, как несколько столетий назад европейские колонизаторы увозили в рабство на американский континент миллионы африканцев. Многие из них погибли. И многие подвергались мучениям в США и в других странах американского континента. И поэтому мы говорим, что категорически не дозволяется обращение в рабство в ходе военных действий. Это на сегодняшний день является договором между мусульманами и немусульманами, и не дозволяется ни одному мусульманину или руководителю нарушать это соглашение и заявить, что мы выходим из этого соглашения и будем обращать в рабство людей в ходе военных действий. Это первая проблема. Вторая сторона вопроса, касающаяся езидитов, заключается в том, что езидиты не являются воюющей стороной, они являются людьми, находящимися под защитой мусульман, зиммиями. Здесь нужно обратить внимание на очень важный момент. Это позиция ханафитских ученых по отношению к немусульманам, кроме иудеев и христиан, относящихся к людям Писания.
В действительности, большинство ученых из ханафитского и маликитского мазхабов считают, что взаимоотношения со всеми немусульманами должны быть такими, как с людьми Писания. Все немусульмане, включая идолопоклонников, во взаимоотношениях с мусульманами относятся к немусульманам. Абу Ханифа сделал исключение для идолопоклонников из числа арабов. Это означает, что такие течения, как езидиты и дурусы, которые предположительно не являются мусульманами, также течение нусайритов, некоторые говорят, что они не мусульмане, нельзя подвергать оскорблениям и принуждать их к принятию ислама. Наоборот, с ними нужно обращаться, как с людьми Писания. Не дозволяется нарушать договор с езидитами. Договор мусульман об их покровительстве вечен. Недопустимо изгнание их из страны, не говоря о войне с ними и превращении их в рабство. Это нарушение норм шариата. Уважаемый шейх, как, по вашему мнению, начать идеологическую борьбу против терроризма? Дорогой мой брат, существует большая проблема в арабском и мусульманском мире. Мы не противодействуем чрезмерности и экстремизму. Борьбу, которую мы ведем против экстремизма, это сегодня вооруженная борьба. Но это не приносит желаемого результата. Может быть, мы и победим ИГИЛ. Однако, что мы предложим взамен его идеологии, которую унаследуют последующие более радикальные экстремистские течения? Ведь ИГИЛ радикальнее Аль-Каиды. С идеологией можно бороться, только противопоставив ей другую идеологию. Вероубеждение невозможно исправить без предоставления истинного вероубеждения. Науке должна противопоставляться наука, идеологии идеология, методу метод. В конце нашей встречи я хотел бы задать один вопрос. Видели ли мы или слышали о том, что хотя бы один суфий, а это последователи Ибрахима бин Адхам, имама Газали, Абдуллаха бин Мубарак, Давуда Таи, имама Джунейда, шейха Абдуль-Кадира Гилани, имама Абуль-Хасана Шазали, мюриды тарикатов, стал террористом и обвинял в неверии мусульман? Почему мы не показываем ислам в том свете, в каком преподнес нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Как это отражено в 4 мазхабах, суфийских тарикатах, аш'аритском и матуридитском вероубеждении? Это является вероубеждением мусульман. Это путь мусульман. Это истинное направление мусульман. До сих пор нет определенного плана действий по борьбе против идеологии экстремизма для защиты истинного ислама. Ислама ахлю-сунны валь-джамаа. Ислама последователей мазхабов. Ислама суфиев. До тех пор, пока властвует экстремистская идеология, непременно появятся другие, новые течения. О разгроме ИГИЛа я не сомневаюсь. Однако нам необходимо исследовать корни возникновения этой идеологии. Я благодарю вас, уважаемый шейх, за участие в этой программе. До новых встреч.